объекты, которые выходят далеко за пределы республики, уже говорит о том, какая помощь, поддержка республики оказывается. Да, разные есть, как Олег Евгеньевич сказал, разные есть ФЦП вопросы, тоже разные подходы к реализации их. Но благодаря именно федеральной целевой программе мы достигли не то что хороших, а колоссальных результатов. Мы таких не видели результатов за 70 лет советской власти. И мы довольно серьезную проблему сняли и по социалке, особенно в системе образования, спорте и здравоохранении. Буквально 5-6 лет назад у нас даже не было первого уровня обеспечения здравоохранения. Когда к нам приехала Вероника Игоревна, министр здравоохранения, она с таким уже настроением, с тяжелой душой она уезжала. Потом, когда снова она приехала, буквально там через 3-4 года, это была другая уже ситуация. Это все, конечно, благодаря федеральному центру, помощи федерального центра, всех федеральных министров и руководства нашего округа. Поэтому я искренне благодарен сегодня и Олегу Евгеньевичу вам за то, что вы нашли время, приехали. И особенно, конечно, если так можно выразиться, своему другу и федеральному министру Денису Валентиновичу. Почему? Потому что вот эти проекты, которые мы по Минпромторгу, и у других министерств такая же ситуация. Я скажу, что каждый федеральный министр через себя пропускает эти проекты. Вот то, что с Денисом Валентиновичем и с его заместителями, я скажу, это, наверное, месяц один раз мы там собирались в Минпромторге, обсуждали, как лучше, как это. Это одно. И второе, вот что мне нравится именно в Министерстве промышленности и торговли, то, что, как Денис Валентинович сейчас сказал, ведущих брендовых производителей или заказчиков этих товаров они нам уже поставили. Вот сегодня на швейном предприятии нет проблем с заказами, со всеми делами. Такой работа. Такая же картина сейчас по радиаторным заводам, хотя радиаторный завод, он как государственно-частное партнерство идет. И такая же картина по светодиодному заводу. Вот это как раз помощь для любого субъекта, когда не просто министерство курирует строительство, а министерство еще с большим рвением сопровождает проект и помогает не только в реализации уже продукции, но и в поисках так называемых заказчиков этой продукции.